Не терпится тебе. Ну, хорошо, сейчас поедем. Артык, подожди, ты же голодный. Возьми в дорогу. Это много. Дай кусочек. Артык, на. Кандымага, А? одолжи своего ишака, на свадьбу съездить. Ну, если кроме ишака тебе ничего не нужно, тогда бери. Слезай-ка, парень. Только смотри, он у меня норовистый. Я тоже. Еще посмотрим, кто кого. Поедем, что ли? А как же? А чего это ты сегодня так сияешь, а? А я же на свадьбу собрался. Ну ведь не на свою, а можно подумать, что ты сам женишься, а? Но мне до этого еще дожить надо. Что вперед заглядывать? Так что живу, не печалюсь, жив, здоров, и с тобой очень хорош. На свадьбу едем, пировать будем, а? Ты что ж, на свадьбу собрался, а у тебя даже шапки нет. Спасибо. А ишак тоже чужой. Так дайте ему тогда и коня. Какой красавец конь. Пусть знают наши. Давай, давай, давай. Опа! Ой, боже мой, мы уже опоздали. Да разве я так усяду? Шире, шире надо. Сколько раз говорить? Ну что ты стоишь? Помоги мне. Дай руку. Айна, ты куда смотришь? Ну, устроилась или нет? Теперь хорошо. Довольно, довольно возиться. Держись крепче. Ну-ка. Мало. Поехали. Слава Богу, мы не хуже всех едем. Думаешь, для кого я стараюсь? Для кого я из сил выпиваю? Аллах свидетель, мне ничего не надо. Только для твоей Айны я и стараюсь. А если кто нам завидует, пусть у него глаза лопнут. Да, мы не бедняки, хвала Аллаху. И еще раз богатеем, когда Колым возьмем. Ну и конь у Артыка. Он у него с голоду потухнет. Ради этого коня Артык в долги влез. Зачем этому голодранцу такой конь? Лучше бы своей сестре штаны купил. Смотри, как Балын на твоего коня уставился, так бы и съел. Да ну его на заведущие глаза. Айна, Айна. Ух, чует мое сердце, большой Колым получим. Кто про что? А Ты она мне про не Колым. Уж я-то хорошо знаю, чего стоит твоя дочка. Ее за бая можно отдать, если с умом взяться. А что нет? Как поживаете, тетушка? Желаю и вам не хуже.
Подросла дочка старого Мирета. Что подросла? Очень красивая стала. Ну, добрый час. Да благословит вас Аллах. Счастливый путь, Халназарбай. Вот так всегда ее ждут. Больная. Ну что там? Почему она не выходит? До каких пор будем ее ждать? Вот навязалась на нашу голову. Прогневался Аллах, никак ее не уберет. Ведь еле дышишь, куда тебе ехать? Ничего, поеду. Единственного сына женю. Видал? Не хочет молоко пить. А ты что смотришь? Может быть, ты молочка хочешь? На! Аж выползла. Глаза б мои на тебя не смотрели, хоть бы избавиться от тебя с твоими болячками. Мама, возьми меня с собой. Все едут, я тоже хочу. Что-то тебе нельзя ехать за невестой. А вот эти тоже на свадьбу? Давай поменяемся. Бери ишака, я возьму коня и поедем вместе. Правильно. Не отдавайте без выкупа. Свадьба так свадьба. Скорвите на них. Ну-ка, веселее. Не хочу я, страшно. Мама. Ну, довольно. А то они друг друга до утра рвать будут. Хватит. Вот тебе. Берите И ковер, вот. там невесту давно вот. уже ждут. Мама! Мама! Идите. Сажайте на верблюда. Идите! Кто придет первый в аул, получит новый халат и барана. С Богом, джигиты! Вперед! Зачем я тебя взял? Дохлятину такую, ну вставай, вставай, вставай. А, пропадите. Привяжите ее к седлу. Я говорила, оставайся. Джигиты! Скачки не окончены! Вперед! Кто хочет, пусть скачет. Я нет. Я тоже не поскочу. И я. Ну, жених, поехали. Ух, какой ты тяжелый. Добрый час, добрый час.
일통을새 힐힐로라 물러성의 왕세 힐힐로 양식이 착한 나도를 대동을 하노는 실물성의 Дайте ему, пусть поет Зухраджан. Наша красавица. Счастье на этом свете, какая крепкая. Хороший дом. Черная, не одевайся, коль хлеб не давай, от языкастых береги, пусть копыта ее не легают, острые клыки не пугают, когти не царапают. Не бойся, бери кнут, гони всех. Кому я говорю? Ну что ты с ним будешь Он делать? еще ничего не понимает. Ну что вы на него напали? Да не смотри, что тут все взрослые. Возьми Какой кто-то же ты всех после подряд, этого погоняй. жених, а? Гони всех отсюда. Погонять. انزلا مزلا مباركا وانت خير المزلا. Аминь. Да будет так. Ты почему ушел? Сейчас там будет самое интересное. Что интересного? Женят ребенка ради доли воды. Ну и что, ведь не в первый же раз. Ну, если ты хочешь, иди, веселись. Не было ей счастья на этом свете. Ой, Аллах, Аллах, надо же такой Полы, твоя жена умерла. Чего кричишь? Давно она у нас болела. Наконец отмучилась. Мать, иди сюда. Что тебе, сынок? Чего они воют? Это воля Аллаха. И ей лучше. Избавилась от своей чехотки. Пусть душа ее в рай попадет. И умереть не могла вовремя, праздник испортила. Молчите, женщины, молчите, не гневите Аллаха. Холостой ты теперь, балыча. Ну, кажется, ненадолго. А иначе тебя не сводит глаз. А девушка как луна, и даже еще прекраснее. Теперь еще рано говорить об этом, а подумать надо. Смотрите, Халназар-бай приехал. А здесь почему не копаете? Вот ты и копай, раз явился. Придержи язык, не тебя спрашивают. Это ж твой участок. Не лезь не в свое дело. Ты будешь копать. А свой когда? Я тебе покажу свой. Ты тут будешь воду брать или ему подаришь этот участок? Подарю и ему, и тебе заодно. Копай! А мой участок кто будет? А ну, иди сюда. Слыхал, как Артык его? Сам говорит, иди копай. Нарвался бы он на меня, я бы ему еще не так сказал. Да-да, какой-то храбрец всем известен. А что? Разве тебя недоноска не я кормлю? Kurban olum yarın kaddi boyuna. Hoşbakt olum onun eyle
giden toyuna. Erdem hılvatıyla barsın düğüne, barsın öldürürler varmasın ölüm. Aymazan ayna, aymazan ayna, barsın öldürürler varmasın ölüm. Ne doğukandan yanar kumar gözümde, kurban olum şehti çekirtürümde. Gâhi yanağından, gâhi yüzünden, öpsem öldürürler, öpmesem ölüm. Aymazan ayna, aymazan ayna, tutsan öldürürler, tutmasan ölüm. Aymazan ayna, tutsan öldürürler, tutmasan ölüm. Наш белый царь снова просит нас оказать ему содействие в войне, поскольку мы его верноподданные. Уже помогали, хватит. Того, что мы раньше давали мало, он просит еще. Арчин-хан, если бе-царь просит, отказывать нельзя. Но мы хотим знать, что он просит у нас. Как я слышал от полковника, просят у нас то, чем мы богаты. Кстати, господин Волосной может подтвердить. Он тоже читал эту бумагу, в которой говорится, что мы должны поставить царю коней. Чьих коней? Бай-ага, не пугайся, не твоих. Царю нужны рабочие лошади, а не скакуны. А чьих брать, уж наше дело. Так было написано даже в указе. Решайте сами. От моего аула запиши лошадь Артыка. От моего Амана. От моего Амана. Пиши. Артыка. 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 Ну, ешь. Чего смотришь? Эх, глупый. Одного единственного того забирают. Царю понадобился. Не пора тебе, Артык. Надейся на Бога, сынок. Может, у нас коня и не заберут еще. А заберут и пусть. Горе свое нужно далеко прятать и не показывать никому. Войти можно? Да, можно. Ну, давай поздороваемся, козочка. О,
Ах, какая мастерица, ты подумай. Храни Аллах тебя от дурного глаза. Айнаджан, что, мать, давно уснула? Мама, мама, проснитесь, проснитесь. Мама. Не трогай меня. К вам гостья пришла, вставайте. А? Гостья к вам Что? пришла. Ай-яй-яй. Умсакуль, это ты, ну садись, садись. А я тут мимо шла, думаю, дай-ка зайду, погляжу, как там она. Ну вот и зашла. Ты уж не сердись, что разбудила тебя. Что-то я не спала, так вздремнула минуту. Ага. Я тут пока посмотрела, какой ковер ойный получается. Ну, золотые руки у девочки, прямо золотые. А какая она взрослая у вас стала. А уж как я ее холю и нежу. Пойди, приготовь-ка нам чай. Дай ей Бог счастья моей дочке. Дай-то Бог, разве я не тоже говорю? Только ведь счастья-то без богатства не бывает. А про богатство я вот что тебе скажу. Оно словно вода со склонов, вся в одну низину собирает, вся в одну низину. Правду ты говоришь, чистую правду. Ну и голова у тебя, только нам о богатстве и думать нельзя. Где уж тут хоть концы с концами свести, то хорошо. А вот Айну, Бог даст, пристроишь, в золоте купаться будет. Да что там говорить, Хал Назар-бай рад будет с тобой породниться. Ай, красавица, красавица. Ой, ну, слушай, ты про кого это? Ты про балы говоришь, да? Он ведь жену похоронил только что. А тебе до этого что? Зато какой богатый, какой красавец. Но все-таки нехорошо, вдовец он. И ребенок у него от покойницы. Нет, не надо. И муж за вдовца не захочет ее отдать. А разве твой муж не был вдовцом, когда я тебя за него сватала? Ну как, все в порядке? Да. Ну, будь здоров. До свидания. Дядя Ваня! О, Саша! Что так долго, дядя Ваня? Москва, 20 суток туда, 20 обратно, вот и долго. Ну, как ты тут? Хорошо. Отведешь ко мне. Слушаюсь. Господин волосной, не забирайте у меня коня. Иди отсюда. Бери. Ты деньги получил? Получит. Потом получит. Веди. А ну, давай. Артык? А кто это Артык? Знакомый. Эй, стой! Куда ведешь моего коня? Куда ты? Дядя Ваня! Стой! Куда ведешь моего коня? Он был твой, понял? Отпусти Пошел отсюда. Да подожди Ну? ты! Отпусти коня, говорю. Уйди с дороги, ишачий сын. Мой конь. Говорили, в казну берете. А выходит, что украли. Уходи. Уходи к чертовой матери, пока тебе не забрали. Вот тебе конь. Вот тебе. Ау! Помогите! Убили! Кто это там орет? Узнайте, в чем там дело? Отпусти коня, слышишь? Почему, Иван? Они говорили, что в казну вас сами украли. Это мой конь. Тебе говорят. Украли, понимаешь? Иди. Вай. Убили! Что случилось? В чем дело? Куда он побежал?
ваше благородие, в ту сторону. Умираю! Стой, мотык. Давай ко мне пойдем. Ну, а мой конь как же? Да брось ты про своего коня, не до него сейчас. Слава богу, самого не взяли. А то долго ли? Я понимаю, а все-таки очень жалко коня. Ну, ладно. Идем домой, картошку будем есть. Картошку? А что это такое? Сейчас узнаешь. Живой кто есть? Встречайте гостей. Ну, здравствуй. Познакомься, это Артык. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Проходите. Я видел, как ты стукнул этого лошадника. Здорово. Вот она, картошка в мундире. Какая? Спасибо. Анечка, А? поухаживай за гостем. Сейчас. Пожалуйста. Ты ешь, тебе понравится. Что ж вы не едите? Или я плохо угощаю? Нет, почему? Хорошо. Ешь, ешь. У него коня сегодня отобрали. Чтобы царь-батюшка, не дай бог, войну не проиграл. В общем, обокрали парня. А он, чудак, в драку с ними полез. Уж очень ему обидно стало. Ну, конечно, обидно, когда тебя грабят. Ну и чем все это кончилось? Чем кончилось? Еле ноги унесли. Дядя Вань, у всех забирают кони. Не знаю. Не у всех. А ваш бай отдал хоть одного? Нет. Так ведь он бедный. Ну да. А почему ж тогда не отдал? А не захотел. Он бай. Старшина и волосной едят его хлеб. Свой у своего не возьмет. И на войну свой своего не пошлет. А вот тебя пошлют. И ведь придется пойти. Кулаками от этого не отобьешься, нет. А я и не буду. Что я могу сделать? Ничего. Я против бая никто. Так было. Так есть. Наверное, будет всегда. И было, и есть. Это все верно. А будет ли? Если позволишь, будет, не позволишь, нет. Это от таких, как ты, зависит. От меня? Артык, забрали коня. Да, забрали. А к нам, пока ты был в городе, приходила сваха. Отец идет. Когда все уснут, выйди сюда. Хорошо. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Забрали коня. Забрали. Забрали. Не сжалился Аллах. Пропустил мимо ушей мои молитвы. Вернулся, сынок. Вернулся. Ну вот. Вот и хорошо. Ведь как-то жили без него. Обойдемся и дальше. Обойдемся, обойдемся. Не надо об этом. На. А это тебе.
Айна. Моя Айна. Как я люблю тебя, Айна. Твои глаза, свет моего сердца. Ты моя радость, моя гордость. Твоя улыбка, как утренняя заря. Айна, ты очень красивая. Не надо, не говори так. Айна, моя Айна. Я очень боялся, что ты не придешь. Мне честно не верится, что ты здесь. А я все-таки здесь. А ты сюда придешь завтра ночью? Приду. Мы с тобой как воры. Да. А вор может украсть даже у Шаха. Это правда. А что ты говорила о свахе? Кажется, отец возвращается. Артык. Айна, ты за другого не пойдешь. Нет. Нет. Умру, земле достанусь. Не умру, твоей буду. Весь аул собрался. Люди, я принес вам плохие новости. Говори, говори свою плохую новость. Хорошая от тебя все равно не дождешься. Пришел новый указ белого царя. Скрыть его от вас я не могу, а сказать язык не поворачивается. Будь она проклята, эта служба. Говори, Бабахан, видишь, все ждут. Зачем тянешь? Говори, мы тебя слушаем. Наш белый царь приказал людей ему дать на войну. Ну вот, и до людей дошло. Меня, может, пошлешь. Мое дело сообщить вам царский указ. Курочка по зернышку клюет, так и ваш белый царь. Шапку у меня взял, коня моего отнял, а теперь, слышь, меня ему подавай. Ты помолчи, Артык. Царь справедлив, он знает, что делает. А коня забирать справедливо? Если бы не твой царь, был бы я и сейчас с конем. Что он говорит? Люди, заставьте его замолчать. Приказу царя нельзя не подчиниться. Если ты, желторотый юнец, скажешь еще хоть слово, я найду, как заткнуть твой рот. Нет, постой. Все вы привыкли вот таким, как я, рот затыкать. А ты послушай, что они скажут. Тебе это на пользу. Замолчи, проклятый, пока я не вырвал твой язык. Знаешь, ты лучше свой побереги, на него тут много охотников. Получили свое. Мы им еще всыпем, если по молодости, по глупости. Отец. А ну, пошел вон! Видишь, какого ты сынка воспитал? Он и его дружок Артык, как поганые овцы, все стадо портят. А ты говоришь, прости, не наказывай. Таким храбрецам, как эти двое, место на фронте. Ну, Богом, сынок, добрый час. И пусть у нас будет все хорошо. Добрым тебя урожаем, Артык. Спасибо. Что скажешь, бать? Несчастливая у тебя звезда. Сегодня тянули жребий, кому идти на войну. Тебе выпал жребий. А почему без меня тянули? Это не положено. Торопили нас. Вот он за тебя тащил. Вот он пускай и воюет. Так не мне выпало, тебе. Это он все подстроил, думаешь, не знаю? Думай, как тебе нравится. Собирай вещи, скоро тебя вызовут в город.
Скажи, чтоб не откладывали, а то я жду не дождусь. Силой возьму. Не плачь, Айна. Я тебя ему не отдам. Что ты можешь сделать? Малый с мачехой уже договорился. А ты... Тебя забирают на войну. А я не пойду. Я что-нибудь придумаю. Я уже почти придумал. Мы с тобой убежим, Айна. Да. Айна. Добрым урожаем! Спасибо! Артык! Правда, говорят, тебя на войну забирают? Еще неизвестно. Но все равно, давай на всякий случай рассчитаемся. Что он от тебя хочет? Что хочет? Долг получить хочет? Эй, неси сюда мешки! Добрым урожаем! Спасибо! Эй, Артык, говорят, тебя на войну забирают, а за тобой должок. Давай рассчитаемся. Добрым урожаем, Артык! Спасибо! Долгой жизни тебе, Артык! Артык! Держи мешок! Помнишь, ты у меня 3 мешка зерна брал? Теперь ты мне их отдай, а то и на войну уйдешь. С кого я буду получать? Долгой тебе жизни! Артык, ты мне должен! На войну идешь, может, не вернешься? Давай с тобой рассчитаемся! Стой! Смотри, я вот этой чашкой буду мерить. Добрым урожаем, Артык! Говорят, на войну уходишь, должок тебе надо получить! А это 25. Это 26. У тебя 8. А ну, уходи отсюда! Отличных мешков насыпал, совести у тебя нет! Пусти! Пусти! Ты хоть свою долю взял, а то все растащу. Ничего, зато у тебя не будет долгов. Долги-то останутся. Век буду жить, не расплачусь. Слушай, Артык, ты мне должен. Возьму хоть соломы, если мне зерна не достанут. Бери, бери. Соломки возьму, зерно кончилось. Я тебе возьму. Чужую солому жалеешь. Это теперь моя солома. Пошел отсюда. Пошел отсюда. Раньше надо было, опоздал. Артык, ты что, весь урожай роздал? И солому тоже.
Пыль осталась, хочешь, бери. Сестру продашь, а со мной рассчитаешься. Вот так-то. А вот это будет птица. Добро пожаловать, господин Волосной. Вот коня тебе привел. Готовь деньги. Деньги готовы. Поздравляю с праздником вас, Паяга. Спасибо, что приехали. Здравствуйте. Поздравляю, Халназар. Со свадьбой вас. Поздравляю с Атафой. Спасибо вам. Спасибо. Со свадьбой вас. Айна. Что-то Айна твоя не идет. Испугалась, может быть, передумала? Ничего не передумала. Сейчас придет. Айна. Айна. Я здесь, мама. Светает. До сих пор не пришла, уже не придет. Айна. Слушай, она, кажется, идет. Пришла. Айна, бежим. Айна! Ой, боже мой! Айна, Джан, о горе, ай, Айна! Как сквозь землю ушла, да где же она? Ой, горе мое, ой, несчастье мое! Ну, что делать? Позор на мою голову! Люди! Девушка убежала! Помогите, люди! Люди, помогите! Нет девушки, ушла девушка! Люди! Помогите, люди! Люди! Кулыхан, несчастье! Что там? Невеста сына сбежала! Вы слышали? Дочка Миледа убежала. Люди, наша дочка убежала! Люди, помогите, люди! Ашир уже здесь.
держи, я пойду за конем, а вы тут ждите. Смотри, чтоб тебя не заметили. Весь аул обшарили, как в воду кануло. Ее увел кто-то из ваших парней. Узнаете, кто? Я в порошок его сотру. Ты не боишься, Айна? Немножко почему-то страшно. Идем отсюда. Не нужно, чтобы нас видели. Ничего, как-нибудь выберемся. Артык, ты пошел бы ему навстречу. А ты? Ну, как я могу тебя одну оставить? Иди. Ничего не случится. Ух ты, какая храбрая. Ну, хорошо, я быстро. Накрою парочку. Сюда! Я здесь! Я здесь! Ты что, одна здесь? Одна. А звала кого? Кого? Я никого не звала. Врешь! Одна. А с кем ты пришла сюда? Одна. Нет, вас было двое. Одна здесь сейчас-то одна. Ну, а 4 следа откуда? Выследил. Байская собака. Скажи, кто он? Не скажу. Вот тебе! Вот тебе! Что случилось? Почему так долго? Слава богу, что отпустили. Ну? Они все думают, что Айну я украл. Там все вернули. А на тебя никто и не подумал. Это ему в голову не приходит. Так что пока все хорошо. Едем, Айна ждет.
был с ней? Поймали, все-таки бессовестный. Вот Вот потом... жалко ему. Что ж теперь будет? Убили его. Ее поймали. Стой, куда ты? Тебя убьют! Стой! Стой, я тебя не пущу! Пусти! Тебя убьют! Ой, Аллах. Получай свою дочь. Я ее знать не хочу, бесстыжую. Стой, Балыджан, остановись, Балыджан, она уже не наша. Ты за нее Колыму отдал, она твоя. Нет! Нет! Меня тронул другой. А. Не надо, папа! Стой! Стой! Не пойдешь туда. Уйди с дороги, уйди! Не уйду. Жива я не уйду, сынок. Убей! Вот так держи крепче. Давай. Эй, люди! Эджис-хан шлет вам свой поклон и желает здоровья. Желаем долгих лет ему и его гонцу. А кто он такой? Враг белого царя, предводитель отважных джигитов. Кто хочет свободы и справедливости, он бьется смелое сердце, должен идти к Азиз-хану. Где Азиз-хан?
Там. Идем. Ты здесь главный? Я здесь главный. Что хорошего скажете, джигиты? Какими вестями пришли? Ни одной доброй вести мы не принесли, Ханага. В ауле слух идет, что ты людям хочешь помочь. Вот мы и пришли. А вы из какого аула? Лоша. Знаю, я там бывал. А как зовут вас? Он Ашир, я Артык. Я рад, что вы пришли. Людям надо помочь, и я берусь за это. И не отступлю ни перед чем. Мы тоже. Всех, кто пойдет со мной, я поведу против белого царя. Но мне нужно очень много людей. Я приведу, скажи, когда? Завтра. Завтра на рассвете. Но они без оружия. Аллах их не оставит. Приведете людей, ставлю Артыка над ними главным. А если в вашем ауле кто-нибудь против нас, тащите его сюда. Вставай. Эй. Оружие. Зачем оружие? Отдай, а то убью, как собаку. Где мой конь? Где конь? А я его продал. Балы продал. Хочешь, я тебе отдам деньги? Вставай, пойдешь с нами, там поговорим. Ну, вставай! Куда? Куда пойдем? В гости к Азизхану. Ну, быстрее. К стенке. Азизхан, зачем тебе меня убивать? Я живой могу пригодиться. Если бы твои нукеры ночью не взяли меня, я бы утром сам к тебе пришел, давно собирался. Не веришь? Аллахом клянусь, хотел перейти к тебе. Ну что он мне, этот белый царь, будь он проклят. Жалься. Ну, хоть в нукеры возьми. А убить меня ты всегда успеешь. Я уничтожу любого, кто идет против нас и нашей веры. Будешь у нас служить, я тебя прощаю. Наган верните. Верните ему наган. Видишь, как вышло? Артур, а зачем он ему нагану отдал? Салам алейкум. Не знаю, как ты, а я что-то не очень верю твоему Азизхану. Моему? А у тебя другой есть? Да нет, я просто так. Это еще что? Не трогай коня. Давай седло. Артык, я за него много денег заплатил. Давай седло. Артык, пока добром говорю, отойди от коня. Отпусти его, слышишь? Отойди, убью. Ах ты! Мой конь, я его купил. Да, да. Получай! Получай! А ты что смотришь? Убей его! Убей его! Убей! Убей!
найду на тебя управу. Тише! На, подавись. Сыночек мой, Баладжан, мах-мах-мах. Чтоб сгорел твой труп. Ты за все мне заплатишь. Больно, Баладжан. Киш, проклятый! Фу! Поезжайте с Богом, мои дети. Он не оставит вас в пути. Удачи и счастья. Косымага, а ты куда собрался? Ах, куда? Город брать буду, видишь, пески с собой везу. А что, ты же сам сказал, хлеб у нас теперь будет, а мне надо и сахаром запастись, а как же? Поехали! Война моя, пожелай мне счастья, завтра я буду в бою. Возвращайся, Орды! Джигиты! Мы выступаем сегодня против гнета белого царя. Пусть сегодняшний день будет последним днем его господства. Богатыри! Пусть Аллах даст вам ту силу, что сотрясает горы. Пусть мужеством наполнит ваши сердца в бою с неверными. Правоверные, да не спошлет вам Аллах победу в походе, да не оскудеют ваши сердца отвагой. Благословляю вас в путь. Вернетесь с победой, будете героями, поляжете в бою, станете святыми. Аминь. Аминь. Зови начальника. Ваше превосходительство. Что там такое? Господин полковник, восстание! Изисхан напал на город. Утром они будут здесь. Он ведет тысячи. Тревога! Боже мой,
Да иди ты. На город вперед со мной! Снимай рельсы, что вы там возитесь, быстрее! Так, круши! Ломай! Ломай! Постойте, постойте, что вы делаете? Зачем вы разбираете дорогу? Как же поезда будут подходить? Ребята, не надо, не ломайте. Ну что вы делаете? Это же для всех дорога, для вас тоже. Подождите, не ломайте, я вам говорю. Послушайте, что я вам скажу. Ты знаешь, чья это лавка? Моего дорогого друга Халназар Бая. Ну иди нагружай мешки, а я послежу, чтоб тебе не мешали. Что вы тут мотаетесь? Прицелиться человеку не даете. Огонь! Огонь! Нас окружают! Отступайте, джигиты! Отступаем! Артык, Эзисхан отступает! Нас выбили со станции! Драться будем до конца! Поздно отступать! Знаешь, сколько людей поубивали? Но не всех же! Где Эзисхан? А вы ждите меня здесь! Господин полковник! Господин полковник! Подожди. Саша! Убили. Кто его? Артык, посмотри. Повезло! Хорошая у него лавка! Шахан! Люди! Помогите! Убили!
Я ухожу за границу. Буду просить помощи. Наше время еще придет. Едем со мной. За границу? За помощью? Нет, хан. Поезжай один. Я останусь дома. Ну что ж, прощай, Артык. Пойду в аул, скажу Айне, что ты здесь. Не надо, ничего не говори. Чего ты испугалась? Он вернулся, что от тебя около кладбища. Иди. Отец, нет, это я, сынок. Убили твоего отца в городе. Привез я его сюда, вот так.
Башир, беги! Ой! Ой, стрелять буду! Не надо, Айна. Плакать не надо. Что делать, если все против нас? Я даже не могу войти в аул. Уедем отсюда. Хорошо, уедем. Не плачь. Вечером уедем. Сейчас. Артык. Стой! Стрелять буду! Ой, не стрелять! Его надо взять живым! Ну, Артык, я же говорил, что ты мне за все заплатишь! Не стреляй, его нужно доставить в город. Он участвовал в восстании. Ну, щенок, а теперь ты успокоился? Эй, Артык, белый царь справедлив или нет? Артык! Держись. И куда полез? Смилуйся, волосной! Отпусти сына! Он у меня один. Жалься надо мной, старухой. Прикажи, чтоб его отпустили. Богом заклинаю, отдай сына, не губи. Мама, иди домой, слышишь? Я вернусь! Вернусь! Мой сын государственный преступник. Прости, Убери руки, прости, что ты меня вцепилась? Отправляй! А ну, по вагонам! По вагонам! Артыкджан!
Артык, ты уходишь, а мы как же? Сядь! За мной. Признаешься ли ты, Артык Бабалы, что участвовал в восстании? Да. Кто вас вел? Сами пошли. С какой целью? Хотели скинуть вашего царя. А много с вами было русских в тот день? Русских? Ни одного. Кто там был из русских? Не знаешь? Никого. А ну-ка. А? Ты теперь будешь говорить, что с вами не было никого из русских? Никого. Никого! Увести! Пошли! Свобода! Свобода, товарищи, свобода! Революция! Ты теперь свободный человек! Иван, да. Знаешь, что с Сашей стало? Саша пропал без вести. А ты что, может быть, видел его? Сашу убили на станции в тот день. Я похоронил его у нас. Кто ж его убил? Я не знаю. Со всех сторон тогда стреляли. А с какой стати тебя понесло к Азизхану? Не знаю. Плохо все это кончилось. Вот что важно. Ну что ж, и с царем неплохо, и без царя тоже можно прожить. Ничего, вы это еще поймете. Ай, что тут понимать, скажи на милость. Была власть, был порядок. А теперь что? Ни тебе власти, ни тебе порядка. И что будет дальше, никто не знает. Как что будет? Наша власть будет. Пьем за революцию. За что? Революцию? Не нравится? А вы все равно пейте.
Раньше ты веселей шутил. А я не шучу, ты опять не понял. Если хочешь знать, среди вас только он все понимает. Большой человек, Кулыха. Не очень, но все-таки. Будь здоров, Кулыха. В аул Гаша никто не едет. Нет. Куда вы едете? Не в аул Гаша? Нет. Салам алейкум. Алейкум. Салам алейкум. Алейкум. Салам алейкум. Смотри-ка, Артык, это ты? Не узнал. Тебя что, отпустили? Или сам ушел? Да нет, отпустили. В аул еду. Ну, посиди, я сейчас. Не знаю, может быть, тебе виднее, Кулыхан. Раз ты за новую власть. А вот мне она ни к чему. До того дойдет, что каждый нищий будет указывать баю. Теперь каких-то депутатов, говорят, они выбирать будут. Ну и что? Пусть выбирают. Я буду у них главным. Ты? Слушай, и красный бант, может, нацепишь? И нацеплю. Ну, а что ему? И нацепит. Артык у меня сидит. Артык, говорю, пришел. Сюда? В той комнате. А какой тощий. Ты его не узнаешь, сам на себя не похож. Голодный. Накормить его или нет? Это уж пусть балы его покормят. Ведь все-таки Артык жених его невесты. Пойду залезу его. Дядь, зачем спешить? Еще успеешь. Отстань, где он? Так может не ходить? Еще успеешь. Ага. Знаешь что? Его счастье, что он попал в тюрьму. А то б я его давно убил. Ну, черт с ним, дай ему немножко плова. Кулыхан, скажи, нищим всегда подает. Вот видишь, волосной тебя пожалел. Уж покорми, говорит, этого нищего. Нищего? Это же не я говорю. Это он так сказал. Как ты сказал, Кулыхан? Нищего покорми. Ты всегда был очень добрый. И когда моего коня баю продал, и когда меня в тюрьму бросил, и когда мать ногами бил, вот твое угощение. На! На! Кулыхан! Ты еще не забыл, как ночью вытащил меня из постели и грозил убить? Я грозить не буду, я сразу нажму курок и все, конец, будто тебя и не было. Стреляй, что же ты? Стреляй! Ну нет, пули на тебя жалко, ты ее не стоишь. Дай-ка нож полы, и никто не узнает, куда ты девался.
Ты думал, если царя больше нет, так и я уже не власть? Ну нет, Артык, я власть и всегда буду властью. Ты понял? Может, он и понял. А я нет. Встань, Артык. Ну, рассказывайте, что вы тут собирались сделать с моим верным нукером? Ханага, с возвращением тебя. Ну, что же вы все молчите? Герои. Чтобы ни один волос не упал с его головы. Вон отсюда! Алыхан! Кулыхан, как случилось, что конь Артыка оказался опять у тебя? Он во дворе. Я сейчас его видел. Уйдешь отсюда пешком. Я ж тебе говорил, едем со мной. Не угодил бы в ловушку. Ну ничего. Я теперь не один. А какая сила за мной стоит, ты скоро увидишь. Хоть царя уже нет, но не все на этом кончено. Впереди у нас еще упорная борьба. С кем? Как с кем? Разве у народа уже нет врагов? Артык, ты мне нужен. И я уже не отпущу тебя. Спасибо тебе, хан, за моего коня. Но пока я еще не могу остаться. Говорят, в ауле голодают. Мои, наверное, тоже. Да, ты съезди домой. Посмотри. А потом мне расскажешь, как там у вас дела. Но только не задерживайся. Ты мне здесь понадобишься. Кусочка хлеба. Дети у нас совсем голодные. Спасибо. Может, еще кусочек найдешь? Нет у меня. Я бы дал, больше ничего нет. Это я, мама. Артык-Жан! Ой, сынок мой. Вернулся. Живой вернулся ко мне, мой сыночек. Успокойся, мама. Вернулся. Все хорошо. Я все время в город ходила. Хотела узнать хоть что-нибудь. Постою у тюрьмы, поплачу. И ухожу обратно ничего. Бог, видно, нас пожалел. Не отнял тебя у нас. А я думала, что не увижу больше своего сыночка. Дай на тебя посмотреть, Артык-Жан. Кандамага, с возвращением. Здравствуй. А я смотрю, кто-то едет. Кто это, думаю? Я же тебя не видел с бородой. Коня твоего узнала, вот тебя нет. Да, подвела меня твоя борода. Усы — это тоже лишнее, а то девушки не станут любить. Дядя, ты приехал!
Видишь, уже успели узнать. Ты с ними поговори, Артык, они все о тебе беспокоятся. Ну-ка покажи, какой ты вернулся к городу. Мы тебя ждали, Артык. Хорошо, что ты вернулся, Артык. Ух ты! Артык, а что там слышно в городе? Да-да, кто теперь захватил власть? Да там ничего не поймешь. Ну, хоть войны-то больше не будет. А хоть и будет, тебе что за дело? Если без нас, так пусть твое. А кто тебе сказал, что без нас? Война стороной не пройдет. Война. Артык! Война моя, ты меня не ждала, любимая. Ждала, все время ждала. Ну вот я и вернулся. Артык, ты больше никуда не уедешь. Ой, боже мой, еле дотащилась. Ой! Что с вами, тетушка? Когда женишься? Завтра. Ой, хвала Аллаху, наконец-то! Сколько горя я из-за тебя видела! Ой! Кто такие? Свои, товарищ. Я в Чернышову. Проходите. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Кулыхан, депутат Совета. Меня вчера выбрали. Доверил народ. Поздравляю. Мне кажется, я вас где-то видел. Может быть. Вот привел вам туркменских джигитов. Хотят служить в Красной гвардии. Все мы из бедняков. И все готовы бороться вместе с вами. Ну что ж, раз вы за советскую власть, будем вместе укреплять ее. А как же? Мы с вами до конца. Джигиты, которых вы сегодня привели, пойдут в первый революционный отряд туркменов. Можно к Ивану? Чего надо? За Ивана сегодня я. Тебя что? Изисхан прислал? Или он тебя уже выгнал, что ты пришел к Ивану? Примазываешься к революции? С такой сволочью, как ты, мне не по дороге. Ну и катись отсюда. Пошел. Держи вора, держи! Люди, хватайте его! Он меня воровал! Где ваш стыд? Убить человека, готовый из-за кусочка мяса. Я его собаке лучше брошу. Добрый тоже нашелся. Вы? Артык! А, мой верный Нукер. Ты уже в городе. Давно вернулся? Почему ж ты ко мне не зашел? Когда же, наконец, ты людям поможешь? Они мрут с голода, а ты не с места. Ты же им обещал, что ты их накормишь. Не дай умереть с голоду. Тише, люди, тише! Спокойно, спокойно. Я с вами, сердце, и то, что обещал, сейчас же исполню. Берите это
Пушка ваша. Голова. Идем. Иди сюда. Стой. Аслан, что прикажешь? Эту открывай. Слушаюсь. Изиска, мы же свои люди, не трогай мой амбар. Я бы и сам дал сколько могу. Разве ты не помнишь, сколько раз бывало я тебе помогал? Ничего, не обеднеешь. Хлеба у тебя много. Изисхан, почему ты у меня берешь? Аслан, да. Ну-ка, дай ему как следует. Иди, иди. На, дарю тебе английскую винтовку. Так как, держу я свое слово? Да, теперь я верю тебе. Едем! Салам, Баяга. Зачем ты привел сюда весь аул? Хлеба они хотят, Баяга. Голодают? Поделись с ними. Не только они голодают. Но если уж вы сюда пришли, я дам пиалу муки каждому. По одной пиале? Он говорит по одной пиале. А себе ты тоже оставишь одну пиалу? Легко думаешь отвертеться. Добром хлеб не отдашь. Силой возьмем. Ты, здесь еще я хозяин. И на свои погоны не надейся, их и сорвать можно. Ну? Ай, что творится, люди? На кого он руку поднял? Все обыскать! Нет у меня зерна, пустите! Отпустите меня! Нет у меня хлеба, я тебе правду говорю. Напрасно всюду роетесь, ничего не найдете. Ой, наверное, забыл, где спрятал. Ничего найдешь. Что ты врешь, собака? Нет у меня ни хлеба, ни муки, все давно сами съели. Что вы делаете, люди? Со мной, люди! Я вам покажу, где зерно. Постойте! Продал своего хозяина, грязная свинья. Артик живым не уйдет. Я его сейчас. Раньше нужно было. Не надо, Балбежан, не связывайся с ним, не унижай себя. Было зерно. И нет. Нужно знать, кого грабить. Я не грабил. А у Халназар-бая кто все зерно отобрал? Я ж не себе взял, я людям роздал. Людям. Ты меня с баями не ссорь. Они мне, может, сейчас нужнее, чем твои люди. Давай на чистоту. Прямо. Мы с тобой против кого воюем? Может, против бедняков? Чего ж ты молчишь? Ты мне ответь, и я уйду. А я на такие вопросы не отвечаю. Пойдем, меня там давно ждут. Салам алейкум. Салам. Садись.
Так вот, старейшины, я вас сегодня вызвал на большой совет, ибо в вас моя сила и мой разум. Без вашей помощи, мои советники, мне не удастся довести свой караван в это смутное время. А можно мне, Изис-хан, что-то у тебя спросить? Можно. Изис-хан, вот тот, кто меня ограбил, ты его тоже считаешь своим советником? Так это он и есть. Дай бог таких советников. Если каждый голодранец, которому ты нацепил погоны, будет грабить людей, которые тебя всегда поддерживают, куда это приведет? Да. Он у меня служит сотником. И действует только по приказу. Я велел раздать людям твое зерно. Так ты сам велел? Да, сам. А стоит ли, Изис-хан, пинать ногой собаку, если ты ее сам приманил? Иногда стоит. Собака и есть собака. Только и всего. Перейдем к делу. Мне известно, что новая власть собирает силы против всех нас. Но есть государства, которые готовы помочь нам в борьбе против любых иноверцев, за изгнание их с нашей земли. Отставить! Дедушка, салам алейкум. Алейкум ассалам, вот табуретка, присаживайся. Дедушка, какая в городе власть? А то я здесь очень давно не был. А кто их поймет? На этой стороне советская власть, а на той Изис-хан. А он что, вернулся? Если здесь, значит, вернулся. Эй, иди ты! Дорогу моему скакуну! Дорогу! Вставайте, не жалейте. Вы сидите, пока не вставайте. Нате, берите, угощайтесь, ешьте на доброе здоровье. Несчастье, у тебя совсем в голове закрутилось. Отдай. А ну покажи ее. Может, она старая, может, кривая. Вот это невеста, вот это красавица, век живи, не тужи. Это я для него выбрал. Отец. Что отец? Он сотник из Исхана.
Взялся ты за Халназара. Сначала зерно отнял, потом невесту у сына. Ничего, ничего, сидите. Интересно, что они мне сегодня скажут, мои советнички. Наверное, опять спросят, стоит ли пинать ногой собаку. Висхан, советники собрались, ждут. Ну, пойдем. Стой! Кто идет? Артык! Ашир! Это ты? А то кто же? Ашир! Ашир! Ты! Живой, значит. Да чего же я рад видеть тебя, и его. И его тоже. Слушайте, Джи, поговорить где-нибудь надо. Смотри-ка, ты что, у Кулыхана выходит? Какой Кулыхан? Я в Красной Армии. И вы переходите. Изисхана вот-вот выгонят. И куда вы тогда денетесь? Иди, малый, я вслед за тобой. Я пошел к нашим. Увидимся еще. Не пойду я в вашу армию. Почему? Почему? Кулыхан с вами. А кто он такой, мы с тобой знаем. Может, ты все забыл? Так я напомню. Не надо. О нем разговор впереди. И он не кончится для него добром. Теперь уже я в это не верю. Ну вот и все. Уходи. За мной, ребята! Скорее окружайте штаб Изисхана. Коней в укрытие! Ребята, за мной! Но самое главное, что нам в этом вопросе обеспечено покровительство Англии. То есть, другими словами, бороться мы будем не одни. Разумеется, нам ставятся определенные условия. Какие именно, я еще скажу. Сейчас не в этом дело. Сейчас вы должны решить, согласны ли вы впустить сюда англичан с тем, чтобы воспользоваться их помощью. Пускай приходят. Я так думаю. Кто угодно, лишь бы не советская власть. Я тоже не против. Но чем они помогут нам, эти англичане? Оружием помогут, людьми. За нашу нефть. За туркменский хлопок. Тебе виднее, Изисхан. Решай сам, мы тебе верим, всегда поддержим тебя. Конечно, лучше, если без помощников. Неужели мы сами не обойдемся одни без англичан? Нет, не обойдемся. Иначе бы я с ними не договаривался. Английские войска наготове. Они стянуты к границе и только ждут моего сигнала. Это еще что? Стреляют? Скорее, скорее, скорее отсюда! Ском гони! Заткните его глотку!
собачий сын. Не стреляй, Изисхан. Поезжай в сторону станции. Их не охраняют. Там ждут трое на конях. Я их предупредил, они тебя проводят. Смотри, хан, когда встретимся, не забудь, кто тебя спас. Не забуду. Это, кажется, Ашир. Ашир? Ашир, помоги мне. Я, Анна Петровна, Артык. Что случилось? Кто это? Это мой друг, Анна Петровна. Помогите, пожалуйста. Проходите. Артык, дай сумку. Вот эту. Кто его? Это я его ранил. По ошибке в бою. А где Иван? Не знаю. Анна Петровна, пусть он побудет здесь у вас. Очень прошу вас, Анна Петровна. Артык, постой. Может, подождешь Ивана? Нет, нам надо ехать. Идем. А ну-ка дай, я привяжу коня. Артык! Кровь! Ты ранен? Да нет. А ну, Шакер, дай-ка я. Сын будет. Товарищи, это подлая клевета. Кто меня обвиняет? В чем? Я обвиняю. А в чем вы слышали? Вы меня? Интересно. А кто вы такой? Вот я социал-революционер. Кто вам дал право бросать мне такие обвинения? Вам задали вопрос, отвечайте. Как случилось, что Изисхан во время операции скрылся от вас? Хорошо, отвечу. Я его не видел. Мы разгромили его отряд, а он бежал. А кто знает, как это случилось? Операцией руководили вы. И отвечаете за нее вы. Ах, я отвечаю. Вы хотите, товарищ Артамонов, всю вину свалить на меня? Ну нет, не выйдет. Вам это не позволят. Меня знает народ, он не верит во всем. Слышали, слышали. Ну, Иван, извини, но как можно верить тому, что говорит Ашир Сахатов? Он ведь был у Изисхана, он и сейчас его шпион. Вот у него и спроси, где Изисхан. Ах ты провокатор. Шпион, говоришь? А не ты ли помог уйти Изисхану? Отвечай! Удивляюсь. Да-да, именно удивляюсь. Разве товарищ
Кулыхан не доказал свою преданность нам, сражаясь за советскую власть. Больше того, он первый требовал разгрома Изисхана и сам руководил ночной операцией. Ну как же можно возводить на него такое нелепое обвинение? Значит, вам совершенно ясна невиновность Кулыхана. А вам что, ясна его вина? Настолько, что я требую привлечь его к ответственности. Ни у меня, ни у вас нет данных, чтобы обвинять нашего товарища. У вас-то, конечно, нет данных, потому что вы во время операции спали. Для меня ясно, что Кулыхан в данных обстоятельствах не должен оставаться командиром отряда. Правильно. Правильно, дядь. При каких обстоятельствах бежал Изисхан и кто ему помог, разберет военный трибунал. Трибунал? Вот они, мои джигиты. Но, разумеется, здесь не все, часть на подступах к городу. Познакомьтесь, это мои советники. А вот это моя правая рука. Я его спас от большевиков. Правда, господин Кулыхан оказал мне такую же услугу. Господин капитан Дик Джонс, вы, я думаю, не сомневаетесь, что договор, который я подписываю, выгоден не только нам, но и вам. Вот этот ковер — знак моего расположения лично к вам. Да благословит Аллах, дети мои, оружие ваше, да обернет он его против врагов ваших, да не спошлет он вам согласие и успех во всех ваших делах. Отходим! Скорее! Отступаем! Отходи! Быстрее! Товарищи! Кто видел Артамонова? Где Артамонов? Ну, иди, иди. Артык! Кулыхан велел тебе стоять у моста! Ты что, спятил? Какой Кулыхан? Да тот самый, который громит сейчас ревком! Кулыхан? Может, ты что-то спутал? Чего спутал? Я прямо оттуда! Джигиты, слушай! Со мной на город! Вперед!
Это член Реввоенсовета, комиссар Артамонов. Ну что ж. Ты искал изыскана. Вот он здесь, перед тобой. Да, вижу. И вот что я тебе напоследок скажу. Не сегодня, так завтра с вами покончат. Расстрелять. Стойте! Огонь! И с места, Кулыхан, ты больше никого не предашь! Ты что, самовольничаешь? Своего места не знаешь? Знаю, я теперь все знаю. Я теперь даже знаю, кто ты и с кем ты, Изысхан. Дать оружие! Оно мне пригодится против твоих хозяев и тебя. Сядь, Херон! Стой! Каждый, кто приблизится, улажу на месте! Шагиты за мной! Вперед! Собирайся. Куда? Поедешь к Изысхану. А он что,
Растерял мужчин, так собираешь женщин? Не бойся. Убивать он тебя не доставит. Ты ему для другого нужна. И эту тоже захватим. Угу. Хану не понравится, я ее себе возьму. Или отдашь мне? Не трогай девочку! Ну, пойдем, что ли? Мама, уйди. Не уйдешь? Иван. Ошибка. Мы хотим перейти на сторону Красной Армии. Я сейчас провожу тебя в вагон к товарищу Куйбышеву. Я думаю, что он примет тебя. Ну, словом, получается, что вы раньше не перешли на сторону Красной Армии только потому, что в нее удалось пролезть волосному Куллыхану. Да? Тут дело не только в этом. Я сам Изыскану служил, не скрываю. А с Куллыханом я рассчитался. Конечно, если б раньше. Что раньше? Не успел немного я. Артамонова убили. Артамонов погиб. А вот не свернете ли вы с прямого пути? Не знаю. Валерьян Владимирович, я всегда был уверен, что он придет к нам. Можно его на деле проверить? Я прошу, чтобы меня проверили. А может, оставим его командиром отряда, который он привел? Ну что ж, давайте оставим. Но вот что вы должны запомнить. Артык Бабалы. Эзисхан, Кулыхан — это прошлое народы, и возврата к этому не будет. И очень хорошо, что если не раньше, то хоть сейчас. Вы сделали правильный, я бы сказал, решающий для себя шаг. Верните товарищу оружие. Получай, товарищ командир.
Кандымага! Салам! Откуда ты взялся? Салам, салам. Что слышно в ауле? А при нем можно говорить? Кто он такой? Свой Кандымага. Ну, хорошо, скажу. Айна убила Балы, поки и ушла. Куда? А куда в 16-м году все удирали, знаешь? Туда и они ушли. В Гребенчуках прячутся. Надо найти их. Поезжайте с ним. И куда вы идете, не понимаю. Там же знаете кто? Эзис-хан. Англичане. Сейчас вы на них наткнетесь. Наткнетесь, говоришь. А мы их с тыла. Так что они и охнуть не успеют. Не беспокойся, Кандымага. Позволь провести вас через пески. Ну что ж, спасибо тебе. Веди нас. А ну, поехали! Дай мне ребенка. Беги, Они я вам тебя говорю. ищут. Дай мне ребенка. Айна! Айна! Артык! Ух ты! Вот везет человек, вот везет. Артык! Сынок! Артык, жаль! Мама! Смотри, он у тебя заснул. Не провожай дальше. Счастливой тебе дороги, приезжай, ждать буду. Анна-Джан. Анна Петровна! Воды!
Ульян Владимирович, может, все-таки подойдем к железной дороге? Ни в коем случае. В обход. Только в обход. Вставай. Кандым-ага, что это такое? Это сложили наши пастухи. Здесь лежат комиссары. Все 26. Поднимайте людей в атаку. Есть в атаку. Атаку! Ура!
Господин генерал, красные прорвались и сейчас будут здесь. Хочешь, я тебе сдамся, только не дай уйти из Исхана. Вот он, видишь? Вот он. Да. Господин генерал, остановитесь! Я с вами! Возьмите меня! Господин генерал!